Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ашрафом Гани. В телефонной беседе глав двух государств были обсуждены вопросы как двухстороннего, так и многостороннего сотрудничества Таджикистана и Афганистана в интересующих сторон сферах. Стороны при этом обменялись мнениями по актуальным направлениям сотрудничества Таджикистана и Афганистана в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта, науки, образования, информации и культуры. Было подчеркнуто, что межгосударственное сотрудничество находится в приоритете внешней политики Таджикистана и Афганистана, и при этом обе стороны предпринимают практические меры для его дальнейшего развития. Состоялся обстоятельный обмен мнениями об активном участии двух государств в реализации малых и крупных региональных и международных проектов в самых различных сферах, в том числе это сфера энергетики и реализация проекта КАСА-1000. В телефонной беседе также были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в области безопасности, потенциала и возможностей защиты государственной границы, борьбы против международного терроризма и экстремизма, транснациональных организованных преступлений, незаконного оборота наркотиков в рамках двухстороннего и регионального международного сотрудничества. В ходе телефонной беседы глав двух государств пришли к соглашению о визите правительственной рабочей группы из Исламской Республики Афганистан в Таджикистан для поиска путей и способов расширения разностороннего межгосударственного сотрудничества. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, пожелал дружественному и соседнему народу мира и процветания, прогресса, развития, при этом высказав самые искренние приветствия. В свою очередь, президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани пожелал славному таджикскому народу новых успехов и достижений. Продолжаем выпуск. Рабочая поездка основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в центре Горно-Бадахшанской автономной области, городе Хароге, началась с открытия первого корпуса в здании среднего общеобразовательного учреждения номер 8. Рабочая поездка основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в центре Горно-Бадахшанской автономной области, городе Харог, началась с открытия первого корпуса здания среднего общеобразовательного учреждения номер 8. Первый корпус нового здания школы, предназначенный для 480 учащихся в 2 смены, состоит из 13 классов и 7 предметных кабинетов, в том числе компьютерного, по химии, физике, биологии, военной подготовки и кабинетов труда для мальчиков и девочек. В кабинетах трудового обучения девочки будут изучать швейную и поварскую профессии, а мальчики – специальности резчика и токаря. Новое здание учреждения имеет красивый фасад, поскольку в его строительстве, наряду со строительными материалами, в том числе песком, гравием, цементом и арматурой, также использованы местные декоративные камни. В ходе строительных работ, которые продолжались почти год, 220 местных строителей были обеспечены работой и достойной заработной платой. В начале нового учебного года школа была сдана в эксплуатацию с красивым дизайном. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку качеству строительных работ и выразил благодарность рабочим и строителям за выполнение работ в установленные сроки. Заказчиком объекта является дирекция строительства правительственных объектов исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Строительные работы ведутся работниками общества с ограниченной ответственностью ЭШС «Шариф». Необходимо отметить, что старое здание школы номер 8 Харога было построено в 1958 году. С течением лет сооружение устарело и обветшало. Условия и возможности для обучения не отвечали требованиям современности. В связи с этим, по непосредственному указанию лидера нации, на базе бывшей школы было запланировано строительство новой школы. Теперь в новом здании созданы благоприятные современные условия для учителей и учеников. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что новая школа полностью обеспечена наглядными пособиями и современными учебными технологиями. В компьютерном классе учреждения, которое одновременно
одновременно может вместить 24 учащихся, установлено 24 компьютера нового поколения. В этой школе на каждого ученика приходится один компьютер, что является лучшим показателем не только в области, но и в республике. В связи с этим было отмечено, что условия и возможности обучения в этой средней общеобразовательной школе приравнены к специализированным учебным заведениям, в том числе лицеям и президентским школам. Коллектив учителей и учеников выразил признательность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за создание такой благоприятной образовательной среды. Глава государства напутствовал учащихся на рациональное использование имеющихся возможностей и глубокое изучение современных наук и получение знаний. В новой школе номер 8 Харога 28 преподавателей, все имеют высшее профессиональное образование, занимаются воспитанием и обучением подрастающего поколения. С учетом объявления 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования 2020-2040 годов, изучение этих дисциплин в школе осуществляется специальным методом. По информации преподавателей, несколько учеников приняли участие в республиканских и международных олимпиадах по точным дисциплинам и заняли призовые места. Согласно плану, 2 остальных корпуса образовательного учреждения номер 8 Харога будут построены и сданы в эксплуатацию до празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. После полной сдачи в эксплуатацию учреждения появится возможность охватить обучением всех детей и подростков в кварталах Хароги-Боло, Андарситес, Эмомобот и Дашти-Боло. Ну и сегодня же основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в эксплуатацию еще одно важное сооружение – государственный герб на площади Исмоили Сомони в городе Хароги. 21 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в эксплуатацию еще одно важное сооружение – государственный герб на площади Исмоили Сомони в Хароге. Отметить, что еще в 2016 году при открытии вновь возведенного государственного флага президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил руководству области и города Харог соорудить на этом же месте еще один государственный символ – государственный герб. Строительные работы на этом объекте длились более месяца. За это время 16 строителей общества с ограниченной ответственностью «Бунет», используя высококачественные строительные материалы, смогли построить этот символ новой таджикской государственности. При сооружении фундамента и колонны герба использовались отечественный мрамор и гранит. Государственный герб сооружен на площади 800 квадратных метров. Его высота составляет 16,5 метра над землей. Его окрестности украшены уникальными декоративными цветами и кустарниками, а тротуары вокруг здания покрыты плитками. В общей сложности площадь Исмоили Сомони составляет 3200 квадратных метров, где с двух сторон построены фонтаны. Установление бюстов доблестных сыновей нации на площади Исмоили Сомони действительно превратило ее в привлекательное место. Следует отметить,
что в последние годы в рамках поручения и напутствия лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, практически во всех городах и районах страны были сооружены символы современной таджикской государственности, герб и флаг. Эта инициатива удваивает чувство патриотизма народа, в том числе подрастающего поколения, и укрепляет в их сердцах чувство гордости за нацию и государство, а также богатое и яркое прошлое цивилизованного таджикского народа. Ну и сразу далее основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки по городам и районам Горно-Бадахшанской автономной области в Хароге сдал в эксплуатацию еще одно новое здание филиала номер 66 Государственного сберегательного банка Таджикистана «Амонат-банк». 21 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в города и районы Горно-Бадахшанской автономной области в Хароге сдал в эксплуатацию новое здание филиала номер 66 Государственного сберегательного банка Таджикистана «Амонат-банк». Новое современное здание филиала «Амонат-банка» в течение 1 года с участием 100 архитекторов и строителей было создано на проспекте Ширин-Шошо-Тимура. На первом этаже филиала Государственного сберегательного банка Таджикистана лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел открытую беседу с работниками. Открытие нового здания накануне священного праздника страны 29-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан расценил как ценный подарок для сотрудников. В соответствии с проектом здание филиала состоит из подвального помещения и 4 этажей, а общая площадь здания охватывает 2076 квадратных метров. В подвальном помещении находится казна, архив, столовая и технические кабинеты. На первом этаже, считающемся оперативной частью, расположены рабочие кабинеты сотрудников, кассиров и помещения для охраны. Лидер нации Эмомали Рахмон дал полезные советы и указания банковским сотрудникам для оказания на высоком уровне банковских услуг. Было отмечено, что сотрудники упомянутого филиала предлагают клиентам 20 видов финансовых услуг. Все операции проводятся посредством отраслевого современного оборудования. В ходе ознакомления глава государства выразил удовлетворение по поводу созданных условий, поблагодарил строителей за качественное выполнение строительных работ. На 2-м и 3-м этажах находятся приемная, рабочие кабинеты сотрудников, малый зал заседания на 60 мест, бухгалтерия и кабинет главного бухгалтера, библиотека. В целом здание филиала состоит из 27 просторных рабочих кабинетов, зала заседаний, малого зала и 2 архивов. Женщины, которые работают в филиале номер 66 Амонат-банка в Хароге, выразили благодарность лидеру нации за создание достойных условий для работы. Следует отметить, что в городах и районах Горно-Бадахшанской автономной области Государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонат-банк» имеет 9 филиалов с 230 сотрудниками, 40 центрами банковских услуг. Из общего числа сотрудников банка в области 46% или 106 человек являются женщинами. Территория объекта озеленена, аллеи с 2 сторон вымощены плитами и освещены. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в махале сельхозтехника города Харог заложил фундамент и официально дал старт в строительстве большого автомобильного моста через реку Гунт. 21 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в махале сельхозтехника города Харук заложил фундамент и официально дал старт строительству большого автомобильного моста через реку Гунт. Ширина моста составляет 15 метров, длина 200 метров и грузоподъемность 100 тонн. После соединения 2 берегов подземной дороги к мосту на расстоянии 100 метров будут реконструированы и освещены. Двухполосный автомобильный мост через реку Гунт имеет 7 опор и будет построен по международному проекту. По обеим сторонам моста планируется построить эстакады для пешеходов. В период строительства моста специалисты и жители городов и районов Горно-Бадахшанской автономной области будут обеспечены работой и получать хорошую заработную плату. При ознакомлении с проектом этого важного для области сооружения лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ответственным лицам конкретные поручения относительно качественного завершения строительных работ в установленные сроки. Проект автомобильного моста разработан турецкой компанией Timilsu International Service
Спринг реализуется при поддержке правительства Республики Таджикистан и финансировании Всемирного банка. Строительство и ввод в эксплуатацию моста в махале сельхозтехника города Харок, который является давней мечтой жителей Горно-Бадахшанской автономной области, полностью устранит транспортные пробки на проспекте Ширин-Шошо-Таймура. Через этот новый мост будет налажено пассажирское и грузовое движение. Следует отметить, что за годы независимости страны на основе непосредственных поручений лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, автомобильные дороги административного центра Горно-Бадахшанской автономной области Харока также были отремонтированы и приведены в соответствии с международными стандартами. С учетом того, что дорога через Харок имеет международное значение, в ближайшем будущем оставшаяся часть автотрассы поэтапно будет реконструирована. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Харок открыл швейный цех «Бахори-Ишк». 21 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Харок открыл швейный цех «Бахори-Ишк». Здание цеха было возведено для обеспечения женщин и девушек-домохозяек новыми рабочими местами и состоит из 4 этажей. Новый объект построен при вкладе патриотически настроенного предпринимателя Мукарапшо Наибшоева в современном стиле и отвечает требованиям времени. Отечественный предприниматель, вдохновленный созидательной политикой и напутствием лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, принял решение построить и сдать в эксплуатацию швейный цех для обучения профессиям молодых девушек и обеспечения рабочими местами женщин-домохозяек. Согласно плану, здание швейного цеха «Бахори-Ишк» состоит из административных и вспомогательных кабинетов и оснащено современными приборами и оборудованием. Швейный цех был построен в рамках объявления годов развития села, туризма и народных ремесел. И сегодня с участием главы государства приступил к деятельности. В цеху установлено 45 новых швейных машин. На первом этапе создано почти 50 новых рабочих мест. Швейные машины были ввезены в сотрудничестве с партнерами по развитию за счет фонда «Лучшая жизнь». В швейном цехе «Бахори-Ишк» в основном занимаются пошивом школьной формы. Женщины и девушки выражают удовлетворение созданием цеха и обеспечением их достойной заработной платы. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления и беседы с работниками обратил большое внимание на качество одежды, которая шьется в цеху. В Горно-Бадахшанской автономной области при поддержке правительства страны созданием производственных цехов и предприятий снизился уровень безработицы. Большое количество жителей, особенно женщин и девушек, домохозяек, поэтапно обеспечиваются рабочими местами. На рынке 20-летия независимости города Харок с вкладом инициативных предпринимателей продолжается строительство торговых и обслуживающих центров, других объектов. С возведением новых зданий облик Харога станет еще краше, улучшается качество и уровень жизни населения. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с выставкой народных ремесел, которая была организована при новом здании швейного цеха «Бахори-Ишк». Необходимо отметить, что за 6 месяцев 2020 года зарегистрировано около 500 женщин и девушек-ремесленниц, которые вносят свой вклад в возрождение и развитие народных ремесел. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с выставкой народных ремесел и беседы напутствовал женщин и девушек на развитие народных ремесел и их возрождение. Необходимо отметить, что в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел за 6 месяцев текущего года на территории Горно-Бадахшанской автономной области больше 800 женщин и девушек были охвачены обучению ремеслам. Женщины и девушки городов и районов области, используя предоставленные государством возможности, занимаются швейным делом, нанизыванием бисера, шитьем тюбетеек, мелкой вышивкой, вязанием джурабов, плетением корзин и обеспечивают себя за счет произведенной продукции. В очень насыщенной рабочей программе сегодня же основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Хароге сдал в эксплуатацию здание торгового центра Нигини Хорук, драгоценный камень Харога.
21 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Хороге сдал в эксплуатацию здание торгового центра Нигини Хорог «Драгоценный камень Хорога». Здание торгового центра Нигини Хорог построено в честь достойной встречи национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан при поддержке местного предпринимателя Айдибека Бекмуроди. В соответствии с проектом здание торгового центра состоит из 3 этажей и построено в современном стиле и с использованием элементов национальной архитектуры. В торговом центре созданы новые рабочие места на 70 человек, которые здесь могут заниматься предпринимательством. На первом этаже здания расположены торговые точки, аптека, салон красоты, 2 продовольственных магазина и другие вспомогательные объекты. На 2 и 3 этажах нового объекта находятся магазины по продаже одежды и обуви, ковров, а в одном из уголков организована выставка продажи ремесленной продукции. По информации ответственных лиц, в ходе строительных работ рабочими местами и достойной заработной платой обеспечены почти 100 местных жителей. В ходе ознакомления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку проделанным строительным работам и поблагодарил отечественного предпринимателя за достойное начинание. Следует отметить, что лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, уделяет особое значение вопросу развития малого предпринимательства и поддержки частного сектора. Правительство страны всегда поддерживает созидательные инициативы местных предпринимателей и принимает важные и своевременные меры для развития их деятельности. Патриотически настроенные предприниматели Горно-Бадахшанской автономной области всесторонне поддерживают созидательную политику правительства Республики Таджикистан и принимают активное участие в работах по благоустройству и строительству объектов различного назначения. После сдачи в эксплуатацию нового здания торгового центра Нигини Хорог, построенного в красивом стиле, жителям будут предлагаться качественные товары и продукции. После открытия здания торгового центра президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился и провел теплую беседу с сиротами и людьми с ограниченными возможностями из Хорога, Мургабского, Ишкашимского, Рашкалинского и Шугнанского районов Горно-Бадахшанской автономной области. Лидер нации вручил материальные и денежные подарки более 100 круглым сиротам и людям с ограниченными возможностями. Это начинание является высшим проявлением постоянной заботы главы государства по отношению к нуждающимся слоям общества. Собравшиеся от всего сердца поблагодарили президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, за регулярную поддержку и заботу. Здесь же президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил выставку сельскохозяйственной продукции жителей Горно-Бадахшанской автономной области. Земледельцами городов и районов области был представлен большой перечень сельскохозяйственной продукции, фруктов и овощей, чистого горного меда, лечебные травы и цветы. Область славится большим наименованием лечебных трав, которые после переработки используются для лечения различных болезней. За 6 месяцев 2020 года во всех формах хозяйствования области общий объем сельскохозяйственной продукции составил 110,1 миллиона сомони, что на 1,2 миллиона сомони больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ходе ознакомления с выставкой сельскохозяйственной продукции лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел беседу с техканами и дал полезные советы и рекомендации по рациональному использованию каждой пяди поливной земли, особенно земли на приусадебных участках, увеличению объема производства сельскохозяйственной продукции и достаточной ее заготовки. В рамках программы развития сферы садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы в текущем году на территории Горно-Бадахшанской автономной области всеми формами хозяйствования созданы новые сады на площади 16,5 гектаров и реабилитированы старые сады на почти 9 гектаров земли. Целевое использование земли дало возможность земледельцам области в текущем году увеличить площадь сева всех видов сельскохозяйственных культур и объемы производства. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в городе Хорог с снятием покрывала символической доски в торжественной обстановке открыл новое здание областного музыкально-комедийного театра имени Мехрубона Назарова. 21 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в Хороге снятием покрывала символической доски в торжественной обстановке открыл новое здание областного музыкально-комедийного театра имени Мехрубона Назарова на 1000 мест.
Камень в основании фундамента трехэтажного здания областного театра был заложен в 2015 году лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, а строительные работы на этом объекте культуры начались в 2016 году. Президент страны назвал строительство величественного дворца культуры в областном центре Хароги достойным подарком для деятелей искусства и культуры крыши мира накануне 29-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Заказчиком строительства областного театра является дирекция строительства государственных зданий исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, а подрядчиком – общество с ограниченной ответственностью «Буньот». В строительстве были задействованы 150 местных профессиональных строителей и архитекторов, которые возвели здание в соответствии с современными требованиями. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, при ознакомлении дал положительную оценку высокому искусству умелых мастеров страны, которые оформляли театр в соответствии с национальной архитектурой, используя современные строительные методы. Согласно проекту, областной театр построен на площади 0,54 гектаров. Земли состоит из 3 этажей и подвала. В подвале театра предусмотрены залы для проведения репетиций и обучения артистов, которые способствуют совершенствованию творческой деятельности актеров. На первом этаже здания расположены фойе, главный зал со сценой, гримерные, комнаты для переодевания и санузлы. Главный зал театра рассчитан на 1000 зрителей. Сцена театра украшена национальными орнаментами цивилизованного таджикского народа и соответствует для проведения политических и культурных мероприятий. На 2 и 3 этажах здания расположены административные помещения театра, рабочие кабинеты и помещения для отдыха артистов и швейная мастерская. Территория здания областного театра украшена мраморными плитами, изготовленными в цехах области. Строительство и ввод в эксплуатацию такого современного сооружения в Хароге направлено на повышение уровня и качества работы деятелей культуры и искусства области и прибавило архитектурному облику города дополнительную красоту. Коридоры здания декорированы материалами отечественных предприятий с применением современных привлекательных строительных методов. Территория вокруг театра полностью засажена цветами. В вечернее время на столбах включаются осветительные фонари. Она по-настоящему стала местом для прогулок жителей Харога. После посещения и ознакомления с условиями и возможностями нового здания президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел душевную встречу с деятелями культуры в Большом зале театра и посмотрел подготовленную деятелями культуры области программу. В своем выступлении лидер нации назвал культуру зеркалом жизни каждого народа и нации и отметил, что развитие культуры находится в центре политики правительства Республики Таджикистан. Культурное сообщество области выразило благодарность президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за строительство такого грандиозного объекта, который является хорошим средством для сохранения великой культуры таджикского народа. Используя просторные залы и помещения для репетиций, профессиональные артисты областного театра имеют возможность в дальнейшем представлять взыскательным зрителям разнообразные интересные представления. После выступления главы государства артисты области представили хорошую культурную программу, воспевающую вечный мир, единство таджиков и достижение периода независимости государства, что было очень интересно и привлекательно. Лидер нации Эмомали Рахмон дал высокую оценку выступлениям деятелей искусств и самодеятельным коллективам области, которые впервые со сцены вновь возведенного театра представили столь зрелищную программу. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и смотрите телевидение Таджикистан.